Добрый день! В эфире новости спорта, в студии Андрей Мухоплев. Чемпионат Европы по скейтбордингу, который является квалификационным стартом к Олимпийским играм 2020 года, стартует в четверг. Турнир пройдет в Нижнем Новгороде. В соревнованиях примут участие спортсмены из 25 стран. Самым молодым будет 11-летний бельгийский скейтбордист. Наиболее многочисленной делегацией на турнире станет российская команда. Наиболее укомплектованной зарубежной командой на чемпионате Европы в Нижнем Новгороде станет сборная Нидерландов. В ее состав вошли 12 человек, по 6 девушек и юношей, что является максимальной квотой, которая установлена для каждой сборной. Турнир состоится с 10 по 12 октября. Входные билеты на чемпионат Европы сделали бесплатными. В итоге все билеты были разобраны за несколько дней до старта соревнований. Организаторы ожидают, что ежедневно соревнования будут посещать около 1500 зрителей. Скейтбординг является олимпийской дисциплиной. Впервые этот вид спорта будет представлен на играх 2020 года в Токио. Мужская сборная России по спортивной гимнастике впервые в истории одержала победу в командном многоборье на чемпионате мира. Турнир проходит в Германии. По сумме 6 упражнений россияне набрали наибольшее количество баллов. Второе место заняли китайцы, третье – японцы. На прошлом чемпионате мира в 2018 году россияне стали вторыми, уступив китайской сборной. Напомним, во вторник женская сборная России заняла второе место в командном многоборье. На чемпионатах мира в командном многоборье мужская сборная России завоевала 6-ю награду. До этого россияне 4 раза становились серебряными призерами и 1 раз бронзовыми. А сборная СССР 8 раз побеждала в командном зачете. Однако сборная Китая является самой титулованной командой в данном виде программы. На ее счету 12 золотых, 4 серебряные и 3 бронзовые награды. Сборная Германии по футболу сыграла в ничью с командой Аргентины со счетом 2-2 в товарищеском матче. Встреча прошла в Дортмунде. Матч начался с минуты молчания из-за событий в городе Галле, где злоумышленники совершили нападение на синагогу и на турецкую закусочную. Сборная Германии и Аргентины не встречались с сентября с 2014 года. Тогда в товарищеском матче аргентинцы оказались сильнее – 4-2. За 2 месяца до встречи в финале чемпионата мира, который проходил в Бразилии, в той встрече в дополнительное время победы добилась сборная Германии 1-0. Немецкая сборная 13 октября проведет гостевой матч отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против команды Эстонии. Аргентинцы в тот же день в товарищеской встрече сыграют с эквадорцами. Московский хоккейный клуб «Спартак» на выезде проиграл Череповецкой «Северстали» со счетом 2-3 в матче регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги. «Спартак» не может обыграть «Северсталь» на протяжении последних 6 выездных матчей. Последний раз москвичи побеждали «Северсталь» более 6 лет назад. 22 сентября 2013 года выиграли в овертайме со счетом 5-4. Московский клуб занимает 6-ю строчку в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 17 очков после 17 игр. «Северсталь» располагается на 9-й строчке в Западной конференции, набрав 15 очков в 16 матчах. В субботу «Спартак» примет хабаровский «Амур». В этот же день «Северсталь» на своем льду сыграет с магнитогорским «Металлургом». Футболисты сборной России по футболу в четверг в Москве на стадионе Лужники сыграют с командой Шотландии в рамках отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. Встреча начнется в 21:45 по московскому времени. Чтобы гарантировать себе попадание на турнир национальной команде в 4 оставшихся играх, квалификации достаточно набрать 4 очка. При этом подопечные Станислава Черчесова могут гарантировать себе участие на чемпионате Европы уже 10 октября. Им необходимо, чтобы команды Казахстана и Кипра сыграли в ничью. Если такой результат будет зафиксирован во встрече соперников, а российские футболисты одержат победу, то они гарантируют себе как минимум 2-е место, которое дает право выступить на чемпионате Европы. Сборная Шотландии же потеряет шансы на продолжение борьбы за выход на турнир, если не сумеет обыграть сборную России. В турнирной таблице в своей отборочной группе сборная России занимает 2-е место, набрав 15 очков. Лидирует команда Бельгии с 18 очками. Далее следует сборная Казахстана, Кипра, Шотландии и Сан-Марино. На этом у меня все. О самых ярких и важных спортивных событиях в Якутии и в мире смотрите в следующих выпусках.